В эфире вечерние новости, в студии ведущий Василий Раченко. Здравствуйте. Более 11 тысяч новых заболевших коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Выздоровели свыше 1500 пациентов. Таким образом, общее число зараженных за весь период пандемии превысило отметку в 177 тысяч. Из них излечилось почти 24 тысячи человек. Тем самым Россия остается на 5-м месте в мире по числу заболеваний COVID-19. Больше всего случаев по-прежнему в США свыше 1 миллиона 200 тысяч, Испания 220, Италия 214,5 и Великобритания 202 тысячи зараженных. В Якутии же на сегодня зарегистрировано 385 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 37 больных. По одному случаю в Ленском и Аймиконском районах, оба связаны с вахтовыми рабочими. 35 человек выявлены в Якутске. Из них 2 случая по очагу с офтальмологической больницей. 30 человек обнаружены в закрытом на карантин общежитии СВФУ. При этом у всех у них болезнь проходит абсолютно бессимптомно, без температуры, без никаких других показаний ОРВИ. Поэтому врачами, медиками сегодня принимается решение, что они будут лечиться амбулаторно. По городу Якутску также 2 случая по республиканской офтальмологической больнице еще дополнительно. В целом хочу сказать, что те меры, которые у нас принимались до праздников по городу Якутску, они в целом дали результат положительный. Но вот, конечно, эти вспышки, которые вот у нас была сейчас по офтальмологической больнице, которая вот сейчас наблюдается по одному из общежитий Северо-Восточного федерального университета, так, они показывают, что появление больных именно в таких коллективах достаточно, где много людей собрано, оно дает очень такие серьезные негативные результаты. Поэтому будем в этой ситуации работать и по повышению ответственности руководителей, и медицинских учреждений, и образовательных учреждений. Контроль над соблюдением гражданами режима самоизоляции в период празднования Дня Победы усилят в Якутии. Такую задачу сегодня перед главами районов поставил руководитель региона Айсан Николаев. Он выразил уверенность, что мы обязательно отметим День Победы. У нас пройдут и парады, и возложение цветов, и шествия бессмертного полка. Но только после того, когда окончательно победим коронавирусную инфекцию. Также в преддверии праздника во всех муниципальных образованиях проведут дезинфекцию мемориальных комплексов, площадей, скверов, памятников и обелисков. Также глава поручил оградить ветеранов и людей пожилого возраста от любых социальных контактов при доставке поздравительных открыток и подарков. Отдельное поручение главы муниципалитетов получили в части контроля над соблюдением санитарных норм в торговых объектах, медучреждениях и организациях, продолжающих свою деятельность. Айсан Николаев сообщил, что от жителей поступает множество жалоб о том, что продавцы не носят маски и перчатки. Если так и дальше будет продолжаться, то будет трудно говорить о вводе послаблений после 12 мая. Крупную партию индивидуальных средств защиты сегодня доставили в Якутск. Средства приобрели по линии Минпромторга России за счет резервного фонда Якутии. Туда вошли 4 позиции. Это маски и респираторы свыше 2000, бахилы 400 пар, халаты медицинские одноразовые более 600 и более 400 одноразовых медкостюмов. Напомним, ранее по той же программе было закуплено и доставлено более 390 тысяч медицинских масок, 3000 пар перчаток и свыше 900 защитных костюмов для врачей и медперсонала Якутии. Средства индивидуальной защиты будут распределены между республиканскими медицинскими учреждениями в ближайшее время. И средства индивидуальной защиты приобретены Минпромторгом России за счет резервного фонда правительства Республики Саха-Якутия. Между тем, Министерство предпринимательства проверило более 150 магазинов и торговых точек на исполнение ограничительных мер. Рейды проходили с 30 апреля по 6 мая. Обошли торговые центры, в них проверили 23 торговых объекта. Также осмотрели 159 магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости. По результатам проверки составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП в отношении нескольких предпринимателей. Статья предусматривает штраф для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Протоколы уже направлены на рассмотрение в суд. Тут вот еще у них есть магазин «Сенокос». Осуществляет свою деятельность в торговом центре «Юнимол». Якобы продает, говорит, что продает товары первой необходимости, но на самом деле
В торговых центрах имеют право работать только магазины продуктов питания, аптеки и салон сотосвязи. То есть, соответственно, товары первой необходимости, даже продает, он не имеет права работать в торговом центре. А магазин «Сенокос» у нас грубо нарушает указ главы Республики Саха-Якутия. Теперь актуальная информация о половодье. Нижняя кромка ледохода на реке Лени находится у поселка Алекминск. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На реке Амга ледоход находится ниже села Амга. На реке Алдан у поселка Хатыстыр и нижняя кромка реки Вилюй ниже населенного пункта Нюрба. В целом по республике паводковая обстановка оценивается как стабильная, и уровни воды на сегодняшний день ниже критических. Также, как сообщил Алексей Колодезников, в последние годы пожароопасный сезон начинается уже с мая. Но по большей части эти пожары вызваны действиями самого человека. Беспокойство есть вообще по Верхоянскому району. Вы знаете, как сложно проходил пожароопасный сезон в этом районе. Люди страдали. К сожалению, мы видим, что сельхозпал там делается, и последствия вполне вероятно, что могут быть такие же, как в прошлом году. И как сообщают наши корреспонденты, ледоход на реке Лени достиг Хангаласского района. Местные власти ввели режим повышенной готовности. По состоянию на 16:00 у села Исит наблюдался густой ледоход 10 баллов. Фактический уровень воды составляет 12 метров 79 сантиметров при критической отметке в 20 метров. Также отмечены подвижки льда под Покровском и у села Тайон-Ары. Напомню, что наблюдать за ситуацией на реке можно в режиме онлайн на сайте saha.gov.ru. Мининновации совместно с компанией Ростелеком установили видеокамеры в 7 населенных пунктах Хангаласского района и в селе Табага. Самая крайняя камера установлена в селе Титары. Около 30 километров дорожного полотна отремонтируют в этом году в Хангаласском районе. Работы выполнит местный филиал компании «Рик Автодор». Какие именно участки дорог обновят, узнавала Виолетта Засимова. На территории района продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтные работы нынче запланированы на следующих участках региональной дороги УМНАС. 37-й километр у границы Улуса, протяженность 770 метров. 59-й километр у села Улахан, протяженность 3 километра 800 метров. 102-й километр в сторону села Булгуняхтах, протяженность 10 километров 600 метров. В общей сложности отремонтируют 15 километров 170 метров дорожного полотна автодороги УМНАС. Где-то уже работы начались. В настоящее время ведутся работы на участке километр 102 плюс 900 Булгуняхтах. Это первый этап по замене водопропускных труб. Филиалом «Рик Автодор» на этот год также запланирован ремонт дорог муниципального значения. А именно, Актюм-Цитихтюр протяженностью 9 километров 600 метров с применением метода холодной регенерации. Подъездная дорога к селу Бестях протяженностью 700 метров и ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Орджоникидзе в городе Покров протяженностью 2 километра 600 метров. Общая протяженность ремонта по муниципальным дорогам составляет 12 километров 900 метров. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, дорожные работы в Улусе проводятся в штатном режиме. Есть трудности с поставкой материалов, оборудования, запасных частей с регионов страны. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. К 75-летию Великой Победы вышла в свет еще одна книга «Повесть солдата», рассказывающая про подвиги и фронтовую жизнь отважного якутянина. В основу легла рукопись участника Великой Отечественной войны, уроженца Вилюйского района Георгия Борисова. Он побывал на фронтах не только Советского Союза, но и дошел до Германии. Георгий Дмитриевич подготовил рукопись еще к 50-летию Победы. Но тогда, к сожалению, воспоминания были утеряны. Усилиями же сотрудников литературного музея имени Аюнского и родственников солдата рукопись удалось найти, восстановить и выпустить книгой к нынешнему юбилею Победы. Издание также можно найти в оцифрованном виде на сайте Вилюйской центральной библиотеки.
Тем временем памятник героям войн устанавливают во дворе Республиканского военного комиссариата в Якутске. Материалы для монумента работники добывали своими силами. Например, бетон и металл взяли со строек и заводов. Памятник планируют открыть 9 мая, к 75-летию Победы. Примерно так будет выглядеть окончательное бетонное сооружение. Это будет первый монумент во дворе и станет ярким напоминанием о подвигах воинов. Как говорят сотрудники комиссариата, памятник посвящен всем защитникам Отечества. Начали мы, может смешно будет, но мы начали 30 числа, а хотим 9 уже открыть его полностью. Так, работали вдвоем, это идея от Михалева, он тоже этот помощник военкома, также здесь работает, Димитра. Он говорит, ну что, давай сделаем памятник, ничего нету, ну давай, и вот пошла идея, вот и все. Постараемся бесконтактно, вот так как-то вот. Ну а делать надо, планы есть, сами себе установили планы, я думаю, что это получится все. Сегодня в России и бывших республиках Советского Союза отмечают День радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Работники радио и генеральный директор НВК «Саха» сегодня почтили память и возложили цветы у памятника педагога, участника Великой Отечественной войны, радиожурналиста Николая Кондакова. Кроме того, в этом году отмечается 90-летие якутского радиовещания. Все начиналось со знакомых всем с детства слов «Говорит Якутск», которые впервые прозвучали на якутском и русском языках 7 ноября 1930 года. Сегодня праздник немного скомкан в связи с вирусом, но мы все равно возложили цветы Герою Советского Союза Николаю Алексеевичу Кондакову. Сегодня я хочу поздравить всех связистов и работников радио, всех наших ветеранов, которые внесли огромный вклад в развитие радио. И, конечно же, поздравляю всех с наступающим Днем Великой Победы. Счастья и здоровья! Также в честь праздника в столице Якутии сегодня почтили память человека, внесшего огромный вклад в развитие телевидения, радиовещания и инфокоммуникации Якутии. На здании технического центра телевидения и радиовещания открыли памятный барельеф об Александре Борисове. Чем запомнился якутянам Александр Ильич в материале Сергея Михедова. Мы здесь вот нашли скалы, укрылись между двух скал. Цикл телепередач «Охота и рыбалка» в Якутии стало настоящим открытием для почитателей активного отдыха. С первых кадров заметно, автор и ведущий Александр Борисов занимается любимым делом и относится к природе с большим уважением. Но мало кто знает, с чего началась популярная программа. Она зарождалась вообще в семье вначале, слишком много накопилось у нас видеоматериалов, и мы решили, что надо что-то бы как-то снять. Почему я говорю «мы»? Вообще, конечно, он продолжал все потом абсолютно самостоятельно, но начинали-то мы как семейную передачу. Я редактировала тексты, вместе составляли. Мастер связи России, заслуженный работник связи Якутии, лауреат государственных премий, почетный гражданин Хангаласского улуса. Александр Борисов прошел поистине насыщенный трудовой путь от простого инженера до зампреда правительства республики и министра связи и инфокоммуникации региона. Благодаря Александру Ильичу в Якутию пришла оптоволоконная сеть и высокоскоростной интернет. Развивалось электронное правительство и телекоммуникации в целом, а телевидение и радиовещание значительно продвинулось вперед. Для всех жителей республики, ну и отдельно для IT-компаний, приход оптоволокна 21 декабря 2012 года, и мы называем его День независимости, Independence Day для нас, да, то есть он открыл для нас мир, и все развитие вот IT-компаний, то, что мы сейчас занимаем первым местом в Дальнем Востоке, экспортируем услуги, конечно, оптоволокно для нас рельсы, да. Говорят, что достойные люди уходят рано. Александр Борисов ушел из жизни неожиданно для всех 8 мая прошлого года. Памятный барельеф открыли на здании ГУП ТЦТР, построенном также благодаря труду и неиссякаемой энергии Александра Ильича. Прозвучало много теплых слов в память о человеке с большой буквы. Он всегда был одинаковый. Нельзя сказать, что он в семье, в доме, он другой, на работе. Он второй, где-то на охоте или в обществе каком третий. Нет, это был всегда один цельный человек.
Александру Ильичу должно было исполниться 60 лет, 3 августа. Мы к 3 августа выпускаем юбилейную книгу. Сегодня-завтра на НВК СХ выйдут телепередачи «Человек чести», посвященные памяти Александра Ильича. До юбилея Александр Борисов не дожил всего 1 год. Вспоминая о нем, родные и соратники говорят так: он был человеком дела, человеком чести. А в нашей памяти он останется человеком, всем сердцем любившим родную природу. Ведь Александр Ильич делился с нами самым сокровенным, любимым делом. Сергей Михедов, Владимир Павлов, Якутск. К этому часу пока вся информация. Спасибо за внимание и до свидания.